Я являюсь собственником Мобисклад Москва. У нас сеть терминалов складского хранения. Развиваемся. В этом году у нас уже 6-й терминал открываем. Так что, если кому интересен пассивный доход, также можем обеспечить. С обеспечением, с твердым можно прийти и со следующего месяца начинать пассивно получать денежные средства. Вы спите, денежка капает, приходит. Являюсь заместителем генерального директора экологической компании Edelweiss. Являюсь советником по личным финансам и ряд инвестиционных проектов есть у меня также. Плюс занимаемся управлением складской недвижимости. Основная моя деятельность связана с IT. Я являюсь совладельцем и сооснователем компании DeSoft. Мы цифровизуем процессы в логистике. Являемся резидентами Сколково и, в общем, такие мы молодцы. Также, кроме этого, я занимаюсь строительством домов. Есть 4 магазина на маркетплейсах, свой бренд женского белья, также производство систем капельного полива. Еще у меня 11 студий балета, как-то я об этом не упомянул. Вот он 11, да, когда он говорит про меня, он все время так вот немножко про эти балеты подхватывает. Нет, ну я хочу записаться, может быть. Ты знаешь, да? Сфера интересов у меня в основном в IT. Второе мое образование как финансиста, поэтому, скажем так, такой у меня несколько контрастный портфель проектов. Если что, в балете я ничего не понимаю, но хорошо понимаю в финансах, вот, и как этот бизнес работает. Вот. Ну, а также мне интересно обсудить проекты по инвестициям. Если кто-то ищет или кому-то нужна консультация, буду рад вам помочь. Также я являюсь, помимо резидента клуба «Сильные люди», я являюсь резидентом татарского бизнес-клуба «Акбарс», официальным его представителем в штабе татар. Вот, так что здесь частенько появляюсь. Можно тоже ко мне подходить, задавать какие-то вопросы. Буду рад со всеми пообщаться. Если кто-то боится, переживает, что будет там в следующем году, ключевая ставка будет расти. Мы выдаем тоже кредиты, ипотеки здесь в России, поэтому я вам тоже подтверждаю. Вы смело можете обращаться ко мне. Пора уезжать, приобретать себе недвижимость где-нибудь еще, диверсифицировать свои портфели. Валюта как была, так и есть. Всегда хороша, поэтому смело приобретаем. Благо, что сейчас за рубежом есть возможность приобретать недвижимость с первоначальным взносом небольшим, плюс еще в рассрочку, плюс есть еще и кредиты для нас в других странах мира. Ну, это для диверсификации своих пакетов. В общем, чем мы занимаемся? Мы помогаем клиентам как заходить в сделки, так и выходить. То есть, если у вас есть деньги, то вы заносите, и потом выносите в большей степени. Мы этим помогаем вам не просто покупать недвижимость где-либо, а помогаем вам получать доход в валюте в том числе, как в рублях, так и в валюте. Всем здравствуйте! Я, как сказал Чингис, что сейчас большое количество, да, все потребляют контента, и, естественно, конечно, наших клиентов и аудиторию нужно цеплять необычным креативным контентом. Чем я и занимаюсь? Я продюсирую съемки, работаю как индивидуально, работаю с брендами, маркетплейсами, поэтому, если вам нужно классный, креативный, необычный контент, работаю практически с любым бюджетом, все обговаривается. Поэтому вот, пожалуйста, прошу, если кому-то нужны контакты, обязательно дам. И жду вас всех у себя на классных съемках. Рад каждого здесь приветствовать. Я вижу знакомые лица, очень приятно. Я сам уже тоже, можно сказать, такой из переезжих, там, да, я из Казани переехал, а до этого я сам родом из Сабинского района, Богатой Сабы, кто знает, кто слышал. Вот. 5 лет уже в Москве, кстати, уже 5,5, даже скоро 6 будет. Поэтому, в принципе, хотя почти 6 лет здесь, но все равно внутри я себя не считаю москвичом, я себя считаю именно больше казанским, там, да, вот, точно татарином. Поэтому здесь, наверное, в формате такого, ну, я выступление не готовил, но я могу выступить. Я, ну, как Чингис очень классно сказал тогда, что вот там все, мы там все плохо и так далее. Я как раз таки тот, все хорошо, возьмитесь за ручки. Я предприниматель, у меня ряд проектов в бьюти. В основном наш флагманский продукт, по которому, возможно, вы нас слышали, видели, это сеть парикмахерских Чио-Чио. У нас уже более 700 объектов на сегодняшний день открытые работают. Помимо этого есть еще проекты, у нас есть 2 бренда барбершопов, есть бренд бьюти-коворкингов, Инди, Элина, вот, я так понимаю, там, да, на прошлой она выступала и рассказывала. Вот мы в партнерстве с Элиной и делали эту всю историю. Про что еще рассказать, да? Я считаю, что основные мои компетенции это масштабирование, взять какой-то объект, какой-то вот юнит, там, да, который у вас сейчас работает, сделать так, что их было, там, не знаю, 100, 200, 500 тысяч. Достаточно в этом мы хорошо разобрались.
Сейчас наша компания находится, тоже мы являемся резидентами Сколково, резидентами Московского инновационного кластера, это тоже похожая история для IT-бизнеса. Мы стали в реестр российского программного обеспечения, сейчас уже позиционируем себя как IT-компания и действительно достаточно сильно в этом прокачались. Искусственный интеллект, там вот эту всю историю, там, да, сейчас уже чью-чью, это не просто про простые стрижки, хотя очень правильно было позиционирование. Мы попали туда, куда нужно, мы дали простой, понятный, быстрый оффер, мы экономим время и деньги, все. Да? И когда мы открывали в 2017 году, в нашем салоне нельзя было ничего сделать, кроме как одной стрижки. Вот ты заходишь, в салоне только одна стрижка, и когда подходишь, у нас там терминал такие стоят для оплаты, вот все с вами привыкли, это такие, как Киви-терминал, да, куда мы там на карту закидывали раньше. Вот клиент подходит к этому терминалу, и там одна кнопка, одна цена и одна услуга, все. И таким образом мы там доросли вот на текущих там объемах. Сейчас, конечно, мы добавили дополнительные услуги, потому что в какой-то момент наша стратегия вот этого прорывного там, да, какой-то вот стрелы, благодаря которой мы прорывались, она начала уже там сталкиваться с тем, что мы уже все открылись, мы практически в каждом городе России есть. Дальше что-то нужно делать, нужно поднимать юнит-экономику каждой локации, и мы уже ушли вот эту ассортиментную матрицу. Сейчас, вот, даже недавно у нас была интересная съемка для одного из телевидения, для телешоу, скоро, кстати. Айнур, я тебя попрошу, кстати, это тоже анонсировать, потому что аудитория большая. В конце ноября будет большое шоу на телевидении, и там про чью-чью будут рассказывать. Я сижу, там нас снимают, значит, я сижу, открываю наш прайс-лист и читаю, там есть стрижка усов. Я думаю, что за фигня, какие стрижки усов там, да, то есть сейчас, оказывается, у нас даже есть эта доп-услуга, но раньше, с точки зрения маркетинга, я полностью согласен, что это фигня полная, это надо было убирать, но в какой-то момент я отпустил эту историю с маркетингом, я занялся там другими вещами. Вот. Поэтому сейчас уже, конечно, чуть-чуть это полноценные салоны красоты, мы себя позиционируем с такой сегмент средний минус, мы выше эконома, да, туда уходим, хотя в некоторых регионах мы крепко уже сидим, как бы там в средний плюс сегменте даже, а в некоторых регионах мы прям супер в экономии. Хотя от этого уходим, потому что все-таки наша бизнес-модель позволяет. Вот, я предлагаю сегодня формат сделать, как бы, вопросы, я на них отвечу, там, да, может быть, что-то текущее там в вашем формате бизнеса или что-то хотел бы задать про историю развития там, наших там проектов и так далее, или там как-то Айнур смодерирует. Сделал запрос, два основных запроса, как масштабировать бизнес, и второй, если обобщить, как создать сильный бренд, вот если прямо обобщить. Цена на стрижку во всех городах России и регионах одинаковая? Нет, регионы очень сильно разнятся, да. И это преимущество, кстати, по поводу того, понимать, кто твой клиент, это супер важно, и вот я работал действительно на заводе 2 года, Казань Арксинтез, великолепный завод, 9000 человек, внутри завода, кто не знает, ездит маршрутный автобус. То есть я реально выходил со своего цеха, ждал автобус, садишься, и он тебя довозит до следующего цеха. Для меня это целый город. А я сам из поселка, где всего 6000 человек живет, да, там у нас нет маршрутного автобуса, а здесь на заводе автобус, я такой, ничего себе, такое бывает. Супер, как бы радуюсь этому моменту, хотя было жестко. Конечно, это завод, это серьезно, это нифига там не романтично, но я там с ними больше времени проводил, чем с кем-либо, с аудиторией своей. И я понимал, о чем они говорят, что им нужно, и вот эти всякие высокоуровневые. Иногда вот я тоже в Москве каких-нибудь больших там, не знаю, в крутых ресторанах сидишь, с кем-нибудь там какие-то встречи проводишь, разговариваешь там про каких-то высоких материях, там, да, и ты такой думаешь, это вообще не про Россию. Россия, она другая. Там, да, и вот это супер было важно, что в моменте мы понимали свою аудиторию, и мы работали вообще не на аудиторию, выделим это, москвичей, там, да, которые действительно здесь уровень рынка другой. И так и показалось сейчас, вот из этих 700 объектов, всего лишь там процент, 30 точек у нас в Москве. То есть для рынка Москвы это супер мало. Мы считаем, что в Москве мы не смогли закрепиться, не смогли там, да, вот, сделать, потому что рынок все-таки здесь, во-первых, он избалован, в хорошем смысле этого слова, там, да, в негативном, может быть, смысле. Потому что здесь огромное количество выбора и доход совершенно другой. А мы все-таки были нацелены. Если мы открываемся в каком-нибудь Норильске, то там, ладно, Норильск тоже плохой пример, там тоже зарплаты другие. Октябрьский есть там, по-моему, город, да, в Уфе. Вот мы там, по-моему, открывались как раз, и там это был кейс. Там приезжает местное телевидение снимать про открытие парикмахерской. И как бы мы такие,
И, соответственно, людей там очередь, там, да, и бизнес-модель там просто летает, там, да, и все круто работает. В Москве, когда открываем чью-чью, конечно, это сложнее, потому что, ну да, увидели что-то яркое, что-то интересное, но в Москве кого-то удивить достаточно сложно. Поэтому жму руку тем, у кого бизнес-модели в Москве работают. Считаю, что рынок Москвы, он сложнее, но он и как бы по деньгам он как бы более емкий. Отвечая на вопросы про как создать бренд, я считаю, что, ну, как бы, не тот вопрос нужно себе задавать. Важно, когда мы открывали чью-чью, мы не строили задачу, мы хотим создать известный бренд. Вообще известный бренд, это пусть вот этим занимаются, вот эти красивые логотипы, которые Чингис показывал, у них на это миллиарды. И пусть они сливают свои деньги таким крутым спецам, как Чингис, там, да, не наша эта история. Но мы не осилим Чингиза по деньгам. Я брендингом не занимаюсь Ну, не, я имею в виду, то есть, ну, например, ты можешь поделиться, какой был там рекламный бюджет, например, какого-нибудь твоего клиента? Пепсика. Ну, там, да, какие там суммы? У Пепсика, Ну, допустим, да. ну, максимально с которым я работал, 200 миллионов на лето чипсы Лейс. Да, на лето, да, то есть не Я- каждая компания выручку такую делает за год. Я поясню еще, что после этой компании я уволился из агентств, потому что я сел и посчитал, что если бы Лейс сами у себя купили чипсов на 200 миллионов, мы бы добились KPI 2,2%, а KPI был поставлен 1,8%. Вот, и поэтому вопрос брендинга, я считаю, так как, скорее всего, понимает целевую аудиторию там, да, встречи, там, я сам себя считаю все-таки малым бизнесом, но это вопрос не малого бизнеса. И правильный вопрос, там, да, как бы у нас стояла задача просто открывать точки. И даже сейчас уже прошло 7 лет, у нас там вроде бы, там, да, как бы количество объектов, ну, как бы, все говорят, что крутое. Но при этом я внутри считаю, что мы супер маленькие для того, чтобы заявлять о том, что бренд какой-то мы развиваем. Потому что, ну вот, поднимите честно руки, кто до этого не слышал бренд чью-чью. Понимаете? А это татарский бренд. А в Казани... Расскажешь историю? Да, понимаете? А в Казани там, да... Ну, Это еще с Айнуром, да, моим лучшим амбассадором. Это еще учитывая то, что мы в Казани там, ну, во всех возможных газетах про нас писали и не один там раз, там, да, не знаю. То есть и в Казани у нас там 50 с чем-то объектов, то есть вывеска везде. 50 с чем-то салонов у нас работает в Казани, там, не знаю, в Челнах штук 30, наверное. В Уфе штук 30, наверное. Ну, то есть, но при этом все равно узнаваем. Вот, не знаю. И это очень классный ответ на самом деле. Потому что, и, соответственно, я не делаю ставку на бренд. Я делаю ставку, что, ребята, мы работаем. Если говорить там, про Казань, например, то есть Казань, есть район, есть улица, есть перекресток. Все. Вот на этом перекрестке люди, которые там рядом живут, в радиусе 5 минут пешком ходьбы, вот это наша аудитория. Там, где мы не открылись, какой бренд? У нас денег на это нету. Ребята из Лейса могут просто по ошибке нам закинуть денег, и я посчитаю, что они купили компанию, оставлю им ключи. Понимаете, как это может случиться? Как с ними конкурировать? Как бы, ну, шутки шутками, но объективно это так, что надо понимать, мы хотим пойти в историю конкуренции с точки зрения маркетинга в бюджетах с такими компаниями, которые конкурируют за бренды. Ну, то есть вот те, кто покупают там, размещение на телевидении, там, да, вот они конкурируют друг с другом. То есть рекламные бюджеты там сотнями миллионов. А я понимаю, что я эту конкуренцию с ними точно уже проиграю. Просто блогером стань и все. Но, опять же, слово «просто» здесь, по моему взгляду, очень сильно упрощает. Я пытался. Да, и в целом там какое-то количество даже подписчиков есть. Но как бы я знаком много с какими блогерами, и в целом там как бы, ну, как будто бы не такая уже простая история. Почему тогда вот ты блогер? Блогер. Получилось, да. Так получилось. Не фартанул. Да, нет, это круто, да, что получается вот. На самом деле это достаточно просто, если ты сравниваешь бюджеты, вот если ты хорошую команду соберешь и вложишься в развитие своего бренда, то я думаю, да. Ты прав, но я про другое, смотри. С точки зрения применимости инструмент, как бы там, да, забыть вкладываться в бренд для большинства здесь будет супер эффективнее, нежели инструмент, например, что у них есть шанс стать суперизвестным благодаря блогерству. Потому что блогеры это чемпионы мира, условно я называю, то есть редкость их.
И я понял, что мы никогда не выиграем эту гонку на текущем моменте наших ресурсов, наших подходов. Мы били в другое, мы били в классические инструменты маркетинга. Наша была задача найти обычного чувака, который может себе позволить купить, открыть франшизу парикмахерской, примерно в бюджете 1,5 миллиона. Соответственно, мы вот в них и били. Мы никогда не били в известность там бренда. И каждый раз мы говорили, что вот, там, когда-нибудь, может быть, мы к этому придем. И вот это время пришло, в конце ноября на телевидении наконец-таки нас покажут. Может быть, посмотрю там, что из этого что из этого получится, насколько мы станем известны. Но хотя, опять же, без иллюзии, я бы не бил в общем бренд. Если смог ответить на этот вопрос. Я считаю, что не тот рычаг, за который нужно сейчас цепляться малому бизнесу. Как масштабировать бизнес, сделать компанию масштабной? По сути, так получилось, что на рынке франчайзинга, я на рынок франчайзинга вступил в 2014 году. Как раз вот в 2014 я уволился с завода, запустил бизнес, и вот сразу же как-то во франчайзинг меня повело, и, как говорится, тут понесло. И начало получаться. Франчайзинг – гениальнейшая модель с точки зрения масштабирования, но рынок, который был в 16, 17, 18, и рынок, который сейчас в 24, да, он, конечно, другой. Что можно сказать с точки зрения, опять же, маркетинга? Никогда не будет так, что себестоимость привлечения клиента будет дешевле, чем сегодня. Ну, то есть завтра он будет дороже, послезавтра он будет еще дороже. То есть вот мы прям замечали в 2000... Почему Чиучо сильно выросли? Потому что мы работали не над стратегией, что делать. Мы работали, очень важно эта вот мысль, мы работали над стратегией, что не делать. То есть максимально все убирали, из салона максимально все убирали, все максимально сокращали. Вот здесь очень классная мысль, что бизнес, особенно начинающий стартап, он должен быть прорубающим, то есть он должен быть маленьким. Большой какой-то бизнес, который и про этих, и про тех, и делать так вот. Вот девушка Алина, да? Да. Да, вот она сказала, да, что... У меня работаю с разными бюджетами. Это вот, ошибка, на мой взгляд, да, я как бы каждый свой бизнес делает. Да, потому что это я и делаю и вот про этих, там, да, не знаю, и мамочек снимаю, и ВБ снимаю, и блогеров снимаю, и бизнесы снимаю. Это размазывается. И вот таким вот там парусом идти в рынок сложно. Лучше взять что-то вот одно, фокус, супер маленький фокус, что я делаю чисто для мамочек, которые хотят продавать детские товары там, на, не знаю, на Озоне, супер какой-то вот маленький, и там я лучше, условно. И вот благодаря этому мы сказали, что мы работаем только в эконом-сегменте. У нас нету записи, только живая очередь, у нас нету администраторов, мы поставили терминал, куда надо было 200 рублей просто засовывать. Мы не берем локации большие, берем супер маленькие, чтобы было дешево. Что там у нас еще было? И какие-то такие вот дополнительные фишки мы кучу накидывали, а это накидывание даже больше было связано с тем, что вот убрать лишнее. И в итоге оказалось, что наш маленький продукт, он прорывался в этот рынок. И к этому прибавили агрессивный маркетинг. И к этому мы прибавили, когда весь рынок готов был покупать своего клиента в 2017 году, когда мы стартовали, на рынке франчайзинга в целом рыночная цифра себестоимости одного покупателя франшизы была около 30-40 тысяч рублей. Вот условно ты положил в рекламный кабинет 40 тысяч рублей и 90%, что у тебя одна продажа будет. На сегодняшний день эта цифра уже не 40 тысяч рублей, а 240 тысяч рублей. То есть в 6 раз разница за эти 7 лет. Так вот, и ключевое, что нам тогда помогло, что пока весь рынок покупал за 40 тысяч рублей, мы покупали за 140. То есть мы просто посчитали, что экономика у нас способна выдерживать за такую себестоимость клиента, и мы просто заливали деньгами, и вот масштабирование получилось, отвечая на вопрос тогда обобщенный, что два ключевых момента, что у нас. Максимально сузить продукт, максимально под узкую аудиторию с четким, понятным оффером. И второе, максимальный, что называется, газ-палас с точки зрения маркетинга этого продукта. И при этом мы ориентируемся, когда ко мне приходили кто-нибудь покупать франшизу какой-то крутой, я сейчас куплю 10 точек, у меня там заводы, пароходы, кучу денег. А я понимаю, что моя франшиза не про него, это не моя целевая аудитория. И в итоге они не покупали. А когда приходила молодая семья, муж где-то работает на хорошей работе, а вот жена хочет чем-то заняться, и у них там есть, 500 тысяч рублей, а еще 500 им кредит выдают, я понимаю, что вот это моя аудитория. И мы на них и ориентируемся, и в итоге получилось очень сильно за это время масштабироваться. Вот. Надеюсь, смог ответить на вопрос. Масштаб личности расскажи еще. Есть классное выражение, что масштаб личности у предпринимателя определяется той проблемой, которую он сегодня решает. Правильно? Да. Вот в моменте есть люди, вот классный пример, есть человек, допустим,
не знаю, Вася. Вася решает задачу, как сделать там ремонт вот остекления окон. Там, да, например, в этом объекте, который, допустим, нужно почему-то стекло поменять. Там, да, вот у него там задача такая. Но есть при этом сейчас Вова, который строит там, 200 километров отсюда целый город. Да, вот, классный пример с Доброградом. Мы там как раз тоже были. У Седова. Да, у Седов. Владимир же его зовут, да? Я не ошибаюсь же? Седов. Да. Владимир Седов, да. И мы там с ним встречались. И он рассказывал свою классную идею. То есть у чувака есть идея построить город. Там, да, ну, то есть это же тоже про масштаб личности. То есть я понимал, я такой, ты сидишь и думаешь, вообще, какой же мелочью мы занимаемся вообще. То есть человек сидит а там реально макет, там город строится, там больницы построили, школы. И я говорю, он меня спрашивает, а ты чем занимаешься? Ну, салонами тут занимаемся. Он говорит, а поставь тут свой. А я понимаю, что для меня, то есть для него поставить салон это вообще легкая задача. А для меня даже она, хотя я открыл их уже там на тот момент, не знаю, там 600, для меня даже она непростая, потому что я такой думаю, ну, похоже, он так сказал, что надо поставить. Так, это примерно 1,5 миллиона бюджета. Так, это надо думать, как я сюда людей. То есть я понимаю, что да, вроде бы даже по сравнению с ним совершенно другой масштаб. Мы недавно были в Азербайджане, неделю назад, да, я там был. И там строят, возможно, кто-то видел, было даже интервью у Собчак с Эмином Агаларовым. Да. Вот они строят Сибриз, да. Вот мы там были. Сколько там гектар? Эмин не вышел на встречу. Вот. Там город, да, получается? И после этого я понял, что Седов строит просто какой-то там дачный поселок. Деревню. По сравнению с тем, что там просто нереально. Там, ну, то есть это что-то невероятное. Ты когда понимаешь, что неужели это не государство строит, это строит там, да, часто, ну, понятно, их как бы деньги около государства, наверное, там что-то есть, но, опять же, нам с вами эффективнее и выгоднее думать, что это предприниматель строит, нежели принижать какие-то их результаты, что да, нет, у них там куча нефтянки, он там муж кого там, дочки президента, притом там, да, и папа такой здесь серьезный олигарх наш. Но сам факт, что чувак строит вот эти дома, это что-то невероятное, конечно. Мы там просто все сидели, в такой, ну, все посмотрели, вот там человек 15, тоже предприниматель у нас, сидят все такие и ужинают молча. Азербайджанские, вот эти бакинские помидоры и такие помидоры. А в этот момент я понимаю, все думали о масштабе. Типа, какой же я фигней занимаюсь там, да? Хотя все предприниматели супер заряженные, которые с нами там были, я понимаю, там, потому что я тоже так же сидел, молчал. Там очень много инвесторов, они же агрессивный маркетинг ведут. Да. Привлекает очень много инвестиций Да. в этот город. И к чему ты это? Потому что доверие. не то, что там городские деньги, там государственные деньги. То есть, Ну да. Он и красавчик, и не красавчик одновременно. Но мне выгодно считать его красавчиком и вдохновляться им примером, его примером, 100% я согласен. нежели себя. Да я тоже красавчик, это нам, да, что я чё? Если бы у меня был такой папа, я бы тоже, может быть, город построил. Ну, если он для этого за 10 лет, за 20 лет до этого женился на женщине, чтобы через 20 лет строить... Прикинь, продумал. Гениально. Шляпу снимаю. Да. Вот. И так, этот кусок жене не отправляйте. Да. У нас семейный бизнес, ювелирка. То есть у меня брат ювелир, мы достаточно так. У нас хорошие клиенты. С чем мы столкнулись, что все запрещают выкладывать работы. 5% разрешают выкладывать. Вот как выйти? Что бы я делал, да, на вашем месте? Ну, во-первых, я бы покопался с тем, что, ну, то есть, как будто бы я не вижу какой-то логичной, как-то прагматичной истории у клиентов, у всех там, да, просить не выкладывать. Потому что скорее я бы покопался с тем, что, ну не знаю, не так либо просим, либо мы и так и просим, чтобы они отказались. Нет, мы просим, я пишу. Это понятно. Нет, просьба, нужно что-то предлагать же. Вот, не знаю, вот я у своих клиентов не спрашиваю. Ну да, как будто бы... И вот я такой думаю, первое, что я делал, я ему не спрашиваю. Они обижаются, у нас одна увидела. Понятное дело. Кольцо Одна увидела, сколько обиделась всего? обиделась Одна. до хрена. А придет Я вам такой скандал учиню. Да, вообще без проблем. В договоре некоторые указывают, не выкладывать. Пусть скандалит в соцсетях, вы покажете договор, вот он есть. Да, одну точку раз в 2 месяца мы открываем. В наших критериях это не успешный проект. Ну, то есть в критерии там 1 точка раз в 2 месяца. Потому что чью-чью открываем, мы в месяц открываем там 15 точек. Каждый месяц 15 новых точек. Там, да, вот поэтому вот на негативные отзывы, там, возможно, у нас нет времени так заморачиваться. Поэтому
удобно рассказывать, конечно, про продукты, которые вот классные получились. Но надо понимать, что за ними просто кладбище. Вот там, да, продуктов, которые мы похоронили. То есть Чиучу не мой первый бизнес. Вообще по статистике мировой только 7-й проект у предпринимателя выстреливает. 7-й. Опять же, что считать выстреливает? Вот. И в целом, наверное, вот Чиучу у меня он не 7-й, но он где-то 5-й, по-моему, у меня проект оказался. И он выстрелил. Притом после него были успешные классные проекты, и есть успешные классные проекты, но никто не догнал. Но в моменте там, да, это тоже очень классная мысль. И поэтому я чуть скромничаю, когда Айнур говорит, потому что я-то знаю, что не во мне дело. То есть это повезло, что мы оказались вовремя в нужном месте, рынку это было нужно. Ну, рынок другие не предлагали на тот момент с огуречным вкусом Лейс, там, да, и вот как бы, у нас тоже не предлагали на тот момент какого-то классного продукта с точки зрения франшизы в эконом-сегменте стрижек. И мы предложили, и рынок сам по себе начал потреблять. И наша задача была просто удержать. Вот. Поэтому, но зато, конечно, вот это кладбище продуктов, я считаю, научили меня больше, чем вот это неуспешно. Потому что от этого не было бы, если бы вот этого мы не проходили. Ну да, это же постоянство. Опять же, бить в одну точку. Классный пример тоже такой шуточный. Это как бы, ну, у нас же зашито внутри, что мы должны постоянно пробовать. Вот если бы, например, мужчина подходит, не знаю, знакомиться с девушкой где-нибудь в баре. Там, девушки, не знаю, начинают знакомиться, а девушка такая, нет, я не хочу знакомиться. Ну, это же не значит, что надо менять стратегию и переходить с девушек на мальчиков, да? Нет, это надо дальше. Вот, разбирающийся человек. Просто говоришь, всем женщинам нужны бабки и домой идешь. Давайте поаплодируем. Скажите, пожалуйста, я врач-акушер-гинеколог, я врач. Вот как мне лично ваше мнение интересует, только ваше. Как врачу реализовать реально свой личный бренд? Как? С вашей точки зрения, только с вашей. Помните про стратегию, чего не делать? Вот я бы условно выписал, что мне, то есть что я делаю как врач, что надо делать как предприниматель. И, соответственно, там, да, вот там, сидел бы, вычеркивал, от чего мне нужно отказаться на текущий момент, чтобы перейти в другую роль. Надо понимать, что быть врачом и быть предпринимателем – это две разные профессии. Я не говорю, что какая-то профессия лучше или хуже. Это разные профессии. И ну, сейчас вопрос, как быть токарем и акушером, да, ну, условно. И поэтому вот в этом контексте, ну, скорее всего, совмещать мы получим акушера и токаря. Странно. Поэтому признаться себе, что все, я в этой стезе, там, да, не знаю, все, что хотела, сделала, теперь я хочу развиваться в стезе предпринимателя, я предприниматель. И уйти от врачевания, уйти в предпринимательство, вы не согласны? Нет, я не предприниматель. Задача все-таки, все, я тогда понял вопрос. Задача развить личный бренд и так далее. Все. Я нахожу 10 человек, которые делали подобный кейс. То есть врачей, музыкантов, творческих людей, которые каким-то образом стали известными, набиваюсь к ним навстречу, я вам заплачу за кофе, стейком угощу, кофе угощу, там, не знаю, вашу супругу приму на прием, или если это девушка, то как вы примете? Ну, любыми способами, чтобы они мне уделили 15-20 минут, чтобы вытащить там, да, вот их кейс. Что будет после 10 встреч? Вы поймете, что в целом секрета как такового там, да, серьезного и нету. Что концептуально там кому-то где-то повезло, кто-то где-то с маркетингом разобрался, там, да, вот, но этот опыт нужно получить, потому что вы мне не поверите сейчас. То есть человек же не учится на чужих ошибках, он учится на своих, и моя задача посвятить, что идите, соберите эти ошибки, пожалуйста. 10 встреч. После 10 встреч, скорее всего, нужно будет сделать, найти 10 людей, которые занимаются в целом продвижениями там, личного бренда. Для того, чтобы понять, как, что они вам предлагают. Соответственно, у меня вот появилась картинка, у кого получилось, появилась картинка, ну, кто мне продает свои услуги с точки зрения продвижения, и у меня вырабатывается уже некая стратегия. И я начинаю по этой стратегии потом бить. Ну вот, то есть инструменты о том, что давайте мы сегодня запишем Reels, там, да, и это там бабахнет, и так если бабахнет, мы станем известны, это может случиться. Но с точки зрения вероятности, там, да, все-таки надо понимать, путь какой-то надо пройти, на мой взгляд. Вот я, смотрите, мне Чиучу не упал на голову, то есть я его выстрадал. И поэтому я здесь неадекватен могу быть, потому что для меня кажется, что нужно выстрадать результат. Давай мы скажем, какие законы, чтобы не быть бедными. И я их все записал. Вот. И вот антиденежные законы, почему одни богатые, другие бедные. Каждый день просыпаться мыслью, сколько у тебя есть и как это приумножить, а не как мне прожить.
на какую-то сумму. Второе, у наставников есть передатчик, а у людей есть приемник. Суть такая, вот Ильназ вам сейчас передал, да, информацию, а у вас должен быть приемник работать, чтобы эту информацию впитать и ее использовать. Чем больше человек хочет, тем больше получает. Много хочу, много получает. Четвертое. Каждый день просыпаешься и думаешь, что я не сделал. Вселенная не позволит жить за чужой счет. Да, девушки, это тоже вас касается. Но, если вы, как говорится, таким адреналином, да, топливом являетесь, как жена прекрасного и легендарного Ильназа Набиуллина, то вам почет. Давайте еще раз поаплодируем Ильназу. Да. Ложные денежные проекты блокируют деньги, нет денег, зато честный, сплю спокойно, зато не мажор. Ну, поняли, да? Деньги зависят от вашей самооценки и ваших целей. Мысли о должниках блокируют вам деньги, должники желают вас смерти. Вот что я удивился. Кто дает деньги в долг, да, значит, должник хочет, чтобы вы умерли. Вот меня Ильфату, чувак 500 тысяч торчит и в Москву ехал. Вот, деньги забирают у скептиков. Да, скептически унылые, у них не будет денег. Страх нехватки денег, больших денег. Богатые планируют бюджет. Люди не хотят учиться и платить за обучение и услуги. Или, вот, это бедные люди. Воровство и обман ведет путь бедности. Без за вас платит. Если вы где-то обманули, не заплатили, вот, без у вас деньги заберут. Деньги идут на цели. Кто много хочет, тот много получит, что мне понравилось. И дальше. Покупайте новые навыки, если вы хотите приобрести навыки популярного клуба Сенсей, можете также вступить в этот крутой клуб, это премиум клуб, и находиться рядом с Ильназом, и вот клуб «Сильные люди». Я думаю, давайте вам открою такую штуку, то что я Ильназу уже год предлагаю сделать слияние клуба «Сильные люди» и клуба Сенсей. Мы растем, у нас с нами работает Озон, Яндекс, там сейчас мы... Говорить, ладно, можно. Мы открыли проект Sailor Wind, нас будет поддерживать компания Озон. Вот, и мы, руководство компании Озон, будем знакомиться с Ильназом. И Ильназа 13 числа клуб «Сильные люди» объявления будем знакомить с журналом Forbes, чтобы про Ильназа писали журнал Forbes. Дальше. Богатый делает, бедный спит. Знания, которые не применили, начинают вас отравлять, что мне понравилось. Навык продавать самый главный навык богатых людей. Если человек не сделает часть счастливым, здоровым, богатым, зачем тебе нужен этот человек? Что умеем, то и имеем. Скупость – верный путь к нищете. Суть, короче, такая, то что в Молдавии, в Приднестровье любым рабочим переплачивают за какую-то услугу. Да, вот, к примеру, вам кто-то курьер там Яндекс, самокат привез деньги, перекиньте там якобы чаевые, не жалейте на официантов и так далее.